Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана присвоил звание Герой Туркменистана. Утверждена концепция развития города Аркадак на 2024-2052 годы. Туркменистан готовится к проведению мероприятий в честь Международного года мира и доверия в 2025 году и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о присвоении звания Герой Туркменистана художественному руководителю фольклорно-этнографической танцевальной группы культурного центра Докматшылар Министерства текстильной промышленности Туркменистана Наджимал Сапаровне Нурмухамедовой, члену Союза художников Туркменистана, свободному художнику Сарахту Бабаеву и председателю Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства Содружества независимых государств академику Ивану Ивановичу Кузьмину. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об утверждении концепции развития города Аркадак на период с 2024 по 2052 годы. Этот стратегический документ направлен на гармоничное и устойчивое развитие всех систем города, обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха, а также на повышение социально-бытового уровня населения. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о проведении мероприятий во знаменование 2025 года, который объявлен Международным годом мира и доверия. Следующий год будет отмечен торжествами и мероприятиями, направленными на укрепление международного сотрудничества и продвижение принципов мира и доверия. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об утверждении стратегии развития сферы науки в Туркменистане на период с 2024 по 2052 годы. Документ направлен на проведение современных научных исследований, внедрение научных достижений в экономику и расширение взаимодействия между образованием, наукой и производством. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о награждении орденом Зенан Калбы 7 выдающихся женщин страны. Эта награда была вручена за их значительный вклад в укрепление независимости и суверенитета Туркменистана, развитие национальной культуры и воспитание молодого поколения в духе патриотизма и уважения к традициям. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о присвоении звания почетной старейшины народа ряду выдающихся старейшин страны. Это звание было присвоено за их значительный вклад в укрепление независимости и суверенитета Туркменистана, приумножение национальных традиций и обычаев, а также воспитание молодого поколения в духе патриотизма и трудолюбия. На заседании Халк-Маслихаты Туркменистана, проходившем под председательством национального лидера туркменского народа, были определены ключевые задачи в области реализации государственной и молодежной политики. В своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность увеличения числа дошкольных учреждений и средних общеобразовательных школ, совершенствование работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и повышение квалификации педагогов, работающих с ними. Также он отметил необходимость разработки методики научно-образовательной и производственной взаимосвязи в высших учебных заведениях. 8 октября авиакомпания «Туркменистан» введет дополнительный рейс по маршруту Ашхабад, Франкфурт на Майне, Ашхабад. В настоящее время авиакомпания выполняет 2 рейса в неделю по данному маршруту по средам и субботам. Билеты на все внутренние и международные рейсы туркменских авиалиний доступны для покупки онлайн на официальном сайте авиакомпании. Новое исследование, проведенное учеными кафедры дерматологии Университета Флориды, раскрыло неожиданные омолаживающие свойства клюквенного напитка, особенно для женщин старше 40 лет. Результаты эксперимента показали значительное улучшение состояния кожи у участниц, регулярно употреблявших специально приготовленный клюквенный морс. Женщины отметили заметное улучшение текстуры и упругости кожи. Объективные измерения, проведенные с помощью специального оборудования, подтвердили увеличение эластичности кожи. Кроме того, были зафиксированы позитивные изменения в микрофлоре кожи и ее липидном слое. Книга рекордов Гиннесса официально признала 16-летнего Эрика Килборна-младшего из штата Мичиган обладателем самых больших конечностей в мире. Согласно измерениям, стопа юного рекордсмена достигает впечатляющей длины в 34,3 см, а его ладонь 23,2 см. Для сравнения, средняя длина ладони у подростков составляет около 19 см. Главный тренер молодежной сборной Туркменистана до 20 лет Довлет Мурат Анаев в преддверии старта отборочного турнира Кубка Азии в эксклюзивном интервью корреспонденту Туркменпортал рассказал о подготовке команды и оценил шансы своих подопечных в группе с участием Японии, Кыргызстана и Мьянмы. По словам тренера, сборная провела серьезную подготовку, включающую участие в чемпионате КАФа в Киргизстане и серию контрольных матчей в Испании и Ташкенте. Сегодня, 25 сентября, на стадионе имени Долена Умурзакова в Бишкеке пройдут матчи первого тура отборочного раунда Кубка Азии.
Молодежная сборная Туркменистана сыграет с командой Японии. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.